Мне подсказывает режиссер трансляции. У нас уже готова экологическая презентация студентов инженерного факультета. Я недавно на свет появился, начал сразу же все узнавать. Но зачем мир вокруг изменился, до сих пор не сумел я понять. Вот наш дом, а за ним лес и речка. Этот лес нам давал кислород, но туда привезли человечков и построили серый завод. Там рабочие варят резину, там и трактор все время ревет, и от вредного черного дыма у меня зачесался живот. А еще на поляне напротив, где я суслика летом видал, из мотора вонючую гадость прямо на землю водитель сливал. А мой друг Александр Кутузов рассказал, как ловил карася. Он по озеру плыл кверху пузом, но теперь его кушать нельзя. Приезжали две тети и дядя, взяли воду в пластмассовый бак, а потом пришел кто-то в халате и воткнул запрещающий знак. Больше нету футбольного поля, карусели с качелями нет. Вместо них супермаркет построят и стоянку, но это секрет. Вот скажите мне, люди большие, отчего получается так? Вы с природой в гармонии жили, а для нас вы оставили шлак. Чтобы вам идти в ногу с прогрессом, чтобы денег побольше урвать, вы решили пожертвовать лесом, а на нас вам совсем наплевать. Вы играли в футбол на поляне, мы на стройке рискуем собой. Вы на великах кучи гоняли, мы в онлайне сидим за игрой. Очень скоро мы станем большими и каток на стоянках зальем. Мы, конечно же, будем другими, если в этой грязи не помрем. Знаем точно, оно в наших силах возродить это время чудес. И на ваших дурацких машинах мы гвоздем нацарапаем лес. Наши фабрики будут без дыма, в парках будут цветочки цвести. Будет снова природа любима, дайте только чуть-чуть подрасти.